Перебои в движении городского общественного транспорта как следствие повсеместной ликвидации нелегальных пассажирских перевозок внесли серьезные коррективы не только в размеренную жизнь сибайцев, но и жителей других городов России. Напомним, что причиной произошедших изменений стала вступившая в силу поправка в Федеральный закон о транспортной безопасности, согласно которой деятельность пассажирских перевозчиков теперь находится в полном ведении муниципалитетов. Органы местного самоуправления определяют подрядчиков и составляют карты маршрутов, исходя из потребностей городского населения. Деятельность нелицензированных извозчиков признается нелегальной. Значительная сумма штрафа, предусмотренная за подобные нарушения, послужила основной причиной исчезновения с улиц маршрутных такси и, как следствие, нехватки единиц общественного транспорта на городских маршрутах. Адаптация официальных городских операторов к новым реалиям системы заняла определенное время, но сегодня, спустя полгода, можно констатировать, что внесение поправки в действующее законодательство смогло изменить ситуацию на дорогах в лучшую сторону. На маршрутах Сибая в настоящий момент действует один крупный лицензированный перевозчик – филиал государственного автотранспортного предприятия «Башавтотранс». Усилиями, направленными на плановую реорганизацию работы предприятия, сегодня удалось почти полностью устранить перебои в движении общественного транспорта. Я думаю, горожане заметили, и на сегодняшний день видно, что автобусы по городу ходят, и мы прикладываем все усилия для того, чтобы автобусы на городских маршрутах работали без перебоев. Острее других последствий исчезновения с улиц маршрутных такси ощутили на себе жители периферийных районов нашего города. В силу отдаленности от центра жителям поселков Южный, Аркаим, Старый Сибай и других ежедневно приходится простаивать в ожидании автобуса на остановках. Однако организация движения общественного транспорта в рамках жестко установленного графика практически решает эту проблему. Средний интервал между прибытием автобусов в поселках-спутниках сегодня составляет около 25 минут. Благодаря планомерному внедрению новых единиц техники на маршруты, время ожидания пассажиров удается сократить. К нам поступали неоднократно просьбы с поселка Южный о том, что недостаточное количество единиц работает на маршруте. Мы предприняли кое-какие меры для того, чтобы поставить дополнительную единицу на маршрут. И с 9 декабря 2016 года работает 4-я единица на маршруте. Постоянно выполняются 10 рейсов. Начало движения с поселка Южный в 7:30 и заканчивает 20:45, также в поселке. В рамках внедрения дополнительной единицы техники будет увеличено количество рейсов от поселка Южный до Сибая. Число автобусов, работающих на этой линии, возрастет до 4, а благодаря дополнительным 10 рейсам время ожидания сократится до 18 минут. Как отмечает руководство автотранспортного предприятия, изменения коснутся и организации поездок по школьным проездным картам. Мы все-таки решили этот вопрос до конца. На сегодняшний день проезд по карте школьника составляет 15 рублей. Карту можно приобрести на автовокзале, в кассах. Стоимость карты составляет 750 рублей. При указанной стоимости фактический срок действия проездной карты составляет 1 месяц или 50 поездок. Такое количество считается наиболее оптимальным для школьников в учебный период. Экономия для учащихся по специальной карте составит 150 рублей. Всего подвижной парк филиала Башавтотранс Сибая насчитывает 22 единицы техники. Это 19 автобусов марки ПАС для обслуживания города и 3 автобуса повышенной вместимости марки НИФАС, курсирующих по маршруту центр поселок Аркаим. Работа перевозчика сегодня заметно стабилизировалась, а в ближайшее время для обслуживания горожан планируется запустить еще одну единицу техники. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.